Ходомо доймут, чамоджекин мапу, амучичай лалек. Здравствуйте, уважаемые зрители. Амучичай лалек. Сегодня у нас очередная передача из серии «Кто вы, юкагиры?», и она посвящена экспедиции в Чукотский автономный округ. Сегодня у нас в студии Курилов Макар Семенович, председатель Совета старейшин юкагирского народа, который непосредственно участвовал и возглавлял данную экспедицию в Билибино. Макар Семенович, расскажите, пожалуйста, как возникла эта идея и почему Чукотка? Идея возникла еще в прошлом, давно. Да. Была такая идея, но в прошлом году она как бы уже конкретно вырисовалась. Угу. С нами на связь вышли Курилова Мария Ильинична. Это кто такая? Это потомок Ильи Ниловича Курилова, дочка. Я поясню для наших зрителей о том, что во время войны добывалось золото. Это вот современная территория Магаданской области и Чукотского автономного округа. Это вот верховья Малона, и так далее, Анюя, где добывалось золото. В основном те, кто добывали, это были, ну так сказать, те, кто содержались в лагерях ГУЛАГа. И вот для того, чтобы их чем-то надо было кормить, вот и было решено, что необходимо перегнать туда большой оленеводческий совхоз, который находился тогда на границе между современным территорией Нижнеколымского района и Аллаиховского района. Да. Вот это потомок одного из тех оленеводов, который... Да, один из тех оленеводов, который именно Андрушкина, Алёринские тундры, Курилов Илья Нилович. Угу. Это и то Нил еще был у них, отец. Да. Она вышла с нами на связь, мы начали общаться. Я поясню еще вот об этом моменте. Вот эти оленеводы, которые перегнали этих оленей, они были насильно оставлены там же. Их не пустили обратно. НКВД тогдашнее им запретило возвращаться, что они должны дальше продолжать работать и содержать этих оленей. И получилось так, что многие семьи оказались в итоге разделенными на тысячи километров. А вот эти юкагиры, которые перешли там и остались вот в этом Амалоне, их потомки до сих пор живы. И, к сожалению, во многом они уже утеряли язык и культуру свою. И вот Мария Ильинична. Мария Ильинична с нами вышла на связь, и мы начали общаться. В основном, конечно, это там были Куриловы и лесные. Вот тоже. Опять-таки для наших зрителей я поясню. Дело в том, что бассейн реки Анюй и Амалон – это, получается, правый берег Колымы, который находится, это вот территория, которая находится на территории современной Чукотки, они в свое время были населены юкагирскими племенами, и в основном, вот для тех, кто не знает, современные юкагиры делятся на две группы. Есть тундренные юкагиры и есть лесные юкагиры. И между ними такая большая разница, что когда эти представители двух этих народов говорят на своем языке, то друг друга они не понимают. И вот лесные юкагиры, которые проживали в Амалоне и так далее, они уже в XIX веке в основном уже стали терять свой язык, свою культуру. И тут вдруг уже в XX веке, во время Великой Отечественной войны, там появляются юкагиры, которые тундренные, совсем другие юкагиры там появляются, которые приходят со своим языком, со своей культурой. И вот происходит определенное смешение, можно так даже сказать, да? Вот. Но мы говорим о том, что все-таки так как те, которые пришли позже, тундренные юкагиры, они все-таки еще сохраняли свой язык и культуру, то Мария Ильинична, как представитель именно тундренных юкагиров, попросила помощи в возрождении тундренного юкагирского языка. Да. Вот тут и у нас контакты начались. Контакты, ну, задумка появилась.
помочь людям, Мгм. сородичам нашим в этом деле, как сможем. И написали же грант, связались. Вот с Она Ларисой Ивановной вышла. Абрютиной. И что она предложила? Она предложила так. У нас каждый год проходят фестивали Так. родных языков. Мгм. А так как этот год, 25-й год, объявили на Чукотке годом юкагирского языка, Мгм. этот фестиваль мы хотим провести юкагирский фестиваль, Мгм. юкагирского языка. И мы хотим приехать вот в Билибино. А Билибино – это районный центр Билибинского района, вот, который граничит как раз с Нижнеколымским районом. Билибинская атомная электростанция. Ну, есть знаменитая Билибинская атомная электростанция, да. Вот. У нас как бы пути состыковались вот именно так. Получилось и наши мысли, и их мысли как бы на Билибино. У нас 4 человека. Да. Они еще с своей стороны пригласили с Терского еще 3, Мгм. которые эти 3 долгое время жили, трудились, работали ну, вот, на Чукотке. Да. Именно в Амалоне. Мгм. А, то есть у них уже устоявшиеся связи. Да, связь. Ну, это Бегунова Мгм. Татьяна Николаевна и Игловская Прасковья Владимировна. Мгм. Ну и 3 это сын Татьяны Николаевны Мгм. Юко. Так. И у нас так бы опять восстановилось это 7 число человек. 7. То, что мы планировали Да, изначально. да. И вот после корректировок и как раз 24 марта Мгм. Знамя Победы с Чукотки двигалось в сторону Якутии. Якутии через Билибино. 24-го прилетело знамя Билибина. Мы так состыковали, Лариса Ивановна говорит, мы привезем знамя Победы, и вот с теми, кто привез, вы к нам приедете. И 25 марта мы двинулись Поехали в Чукотский автономный округ на через Билибино. Анюй. 26-го нас радушно встретили Где? в Краеведческом музее города Билибино. Так. И там, конечно, мы с собой взяли тоже экспонаты, вот именно Чиндалада Семеновна, экспонаты. То есть, То есть там вот в Краеведческом музее Да. вы открыли выставку Свою. юкагирских раритетов. Да, это Корчик, Мгм. князя Ягловских, Мгм. который был передан Василием Петровичем Ягловским Мгм. в дар Да. музею Краеведческому Нижнеколымскому району. И костюмы взяли, Мгм. именно Традиционный юкагирский костюм. Да. традиционные юкагирские костюмы. Ага. Что Ну, еще? Ну и там по мелочам тоже взяли, но которые именно вот монеты, вот такие. Ну, то есть, в Да. общем, целая выставка, связанная с культурой юкагирского народа, Да. чтобы показать. Хорошо. Да. Мгм. Туда прибыли, и 26-го мы уже нас встретили в музее, где мы начали работу. Основную работу в этом музее провела Чиндалада Семеновна. А в чем эта Как? работа заключалась? Как специалист музейного направления, она начала рассказала о
Ну, то есть она Именно дала там о лекции, юкагирах. дала, Да, да? о Лекции провела о юкагирах, да. юкагирах, об этих экспонатах, о культуре юкагиров рассказала. Мы являемся из племени родов Алаи. Мы приветствуем вас. Мы приехали с Халарчинской тундры. Там мы постоянно живем. Наши люди смотрят. Была такая, как сказать, легенда, что северное сияние – это юкагирские огни. И поэтому северное сияние, она, как бы наши предки смотрят с нас сверху. Наш разум юкагирский очень сильный. Если не будет разума сильный, то род продолжаться не будет. На завтра быстренько мы провели и со школьниками тоже мероприятие. Как я до того они заинтересовались, они пригласили. Давайте мы еще детей в школу искусств. Школьников, ага. Да, позовем. И вот они на завтра быстренько мы провели и со школьниками тоже мероприятие. И после обеда уже были в Что за библиотеке. мероприятие? Тоже это лекции? Да, Или что-то еще вы с нет, ними проводите? детьми мы все-таки, чтобы им скучно-то не было, мы более такое Живое что-то? живое. Пословицы даже там говорили, потом загадки, да. Мы с собой привезли литературу. Так. Это словари, потом книжки, Николая Николаевича Курилова книги, чтобы подарить вот, именно библиотеке эти издания. Но именно там мы встретили молодого человека, Слепцов Давид, ученик 9 класса Билибинской школы. Для нас он как бы находка был. А в чем эта находка? Он находка в том, что он говорил на юкагирском языке. Не понял, как это? Там же давно язык исчез уже. Вот. Я и говорю, находка. Вдруг он вышел и начал говорить на юкагирском языке. Вот во время перерыва я к нему подошел, говорю, откуда ты знаешь это? Я ученик Куриловой Владимиры Гавриловны. Это дочки Гаврила Да, Николаевича. да. Который онлайн вот по WhatsApp Да. ведет уроки Да. юкагирского И, языка. кстати, он внук Марии Марии Ильиничны. Ильиничны. Ага. Вот там Малонской. Так прекрасно говорил на родном языке. Меня зовут Слепцов Давид. Я родом из села Амалон. Я начал учить юкагирский, так как я считаю, что я являюсь юкагиром, эвеном, чукчей, так как мои предки ими являлись. И так как я должен чтить традиции своих предков и уважать их, я должен знать все языки. И я знаю эвенский язык, я являюсь носителем эвенского языка. Также чукотский с родственниками иногда изучаю. Также вот, благодаря тому, что юкагиры из Якутии приехали к нам, это большая возможность встретиться со своими сородичами. И для нашего развития, чтобы мы больше заинтересовывались в изучении языка. И такого рода мероприятия для нас очень большой вклад вносят в нашу культуру эвенов и юкагиров Чукотки. После этого на завтра мы запланировали ехать. Чукотская страна нас пригласила ехать в село Копырве. А это где? Это сколько-то там, километров 40, наверное, где вот аэродром находится.
Но это другой поселок. Да, другой поселок. Туда пригласили. И мы на завтра поехали туда. А там что проводили? Там это уже сами жители Капрувена. Кстати, вот Александра Николаевна там живет, Степцова. И она, конечно, она все организовала, как земляков хотят встретить. Нас пригласили, встретили, мы тоже прямо в клубе, жители пришли, чай, просто непринужденный, просто такая встреча была. Что-то они там пели, мы свое что-то говорили тоже. Самое главное, мы еще привезли с собой вчера специально. Рыбу? Рыбу. Туда держали вот прямо, чтобы он не растаял. А как раз в это время там вообще тепло было. И настрогали вот. У них, конечно, нету там рыбы. Все-таки мне интересно, все-таки, ну вот вы сами что-то там показывали? Вы же у нас все-таки знаете обряды, вы поете песни и так далее. Что-нибудь такое исполняли? Обряды какие-то? Это произошло уже на 4-й день. Еще был 4-й день? Да. Тоже в Капервейме? Нет, мы уже в Билибино самому приехали. Вернулись в Билибино? Да, это 4-й заключительный день, когда мы, то есть мы должны были показать им именно юкагирские обряды, именно юкагирские песни предоставить, показать. И тогда вот тоже провели такое мероприятие. Они организовали. Главное мероприятие, где обряд происходил, это перед клубом. Наши гости пришли. Екатерина Михайловна встречает. Я хочу сказать, вот эта неделя фестиваля родного языка якагирского в нашей жизни билибинской произвел большое такое впечатление хорошее, потому что приехала экспедиция из Якутии и Анадыря, которые провели этот фестиваль. Я была каждый день на фестивале, и это было такое хорошее, замечательное событие, потому что проводили такие люди из Якутии, из Анадыря, которые вообще, у них душа такая, вот своего народа. Это люди, которые преданы своему народу, они знают культуру, языки своего народа. И стали примером для всех билибинцев. Очень благодарны вам, что вы организовали для нас, для наших детей, такую подробную экскурсию о вашем народе. И мы много узнали, что на Чукотке у нас тоже есть юкагиры. И спасибо за то, что вы несете свою культуру. Я очень рада, что у нас проходит открытие 5-го фестиваля родных языков народов Чукотки, и что к нам прибыли гости с поселка Черского, привезли уникальную выставку своего музея, которая произвела очень большое впечатление на наших жителей и гостей. И я надеюсь, что эти выставки будут продолжаться, и мы будем взаимодействовать. И хотелось бы, конечно, обязательно прибыть к вам в гости со своими мероприятиями и со своими выставками. Насколько удачной или неудачной оказалась эта экспедиция? Считаю, что наша экспедиция, хоть она не дошла до
села Амалон удалась. Там не были представители села Амалон. Удалась в том, что мы наладили контакты. И уже на этом фестивале уже договорились, что на следующий год они едут уже К нам в Якутию. в Якутию, село Андрушкино. Хорошо. Я более того, для наших зрителей скажу. Макар Семенович уже принял участие в открытии года юкагирской языка и культуры в Анадыре, куда его тоже пригласили, и он там показывал и даже проводил мастер-классы по юкагирскому языку и по культуре. Более того, у нас запланирован выезд наших учителей юкагирского языка в село Амалон, все-таки они до туда вот доберутся, и там будут проводить летний лагерь по изучению юкагирского языка. В конце этого года мы запланировали, это будет уже при финансовой поддержке самой Чукотки, запланирован выезд наших деятелей культуры тоже и в Анадырь, где они будут показывать тоже нашу культуру, представлять. То есть я считаю, что мы начинали как собственный такой проект, но проект расширился, он стал межрегиональным. И самое главное, мне кажется, нам удалось стряхнуть юкагиров в Чукотке, потому что мы просто от переписи к переписи констатировали, что там 400 юкагиров, потом 200 юкагиров, 150 юкагиров. Мы просто наблюдаем такую негативную тенденцию. Это одно из мест, где юкагиры теряли свою идентичность. Мы все-таки надеемся, что этим нашим проектом мы подняли самосознание юкагиров в Чукотке, что они теперь заинтересуются своим языком, своей культурой и сделают что-то, чтобы о юкагирах сохранялось знание и память на Чукотке, и Чукотка знала о том, что юкагиры это является коренным народом данного региона. Чтобы вот эта наша встреча была не последняя, чтобы вы приезжали к нам почаще, так как вы являетесь носителем своего юкагирского языка. А юкагирская речь звучит, как будто птичка шебечет в тундре. Вы же вчера слыхали, да, как они разговаривают, как Татьяна поет, как Макар Семенович говорит. Это вообще речь, как будто шебечет птичка. Уважаемые зрители, на этом мы завершаем нашу передачу. Спасибо большое. Мале и Лисимет. Мале.